Ассаляму алейкум. В каких случаях назначают ультразвуковую диагностику, что это такое и вредна ли эта процедура? Сегодня поговорим с врачом ультразвуковой диагностики Ленозой Курсаитовой. Хош келдіңіз, Леноза ханым. Что такое УЗИ? В первую очередь, ультразвуковая диагностика – это метод исследования. Сейчас он высокоэффективный, основанный на методе ультразвука, который проникает через кожу, ткани, отражается внутренними органами и определяется картинка на мониторе. Очень многих интересует процесс, вредна ли эта процедура? Нет, нисколько не вредна, потому что ультразвук является не излучением, а просто действием ультразвука и никакого вреда не несет. С какого возраста можно делать УЗИ? Ультразвуковая диагностика показана в различных ситуациях, поэтому можно делать эту процедуру буквально через несколько часов после рождения. Есть такие патологии врожденные, которые проявляются сразу, и необходимо их диагностировать. Поэтому независимо от возраста, будь то маленький, взрослый, пожилой, мы делаем в любом случае и с любого возраста. А с какой частотой его можно делать? Частота не зависит, можно делать хоть несколько раз в день. Необходимо оценивать динамику лечения, если это необходимо, поэтому можно проводить несколько раз в день. Можно ли в один день делать УЗИ и другие исследования? Это не противопоказания? Не противопоказания, но есть ряд исключений. Например, перед УЗИ нельзя делать эндоскопические исследования, колоноскопия, фиброгастроскопия. Нельзя также делать рентгенологическое исследование с помощью контраста, потому что изменяет структуру органов. Если же эти исследования следуют после ультразвукового исследования, то есть в начале с утра делается УЗИ, то ограничений нет и можно проводить несколько исследований в один день. Сколько по времени продолжается исследование? То есть они есть разные? Да, есть разные виды методов исследования, но все зависит от того, какая задача стоит перед специалистом. Это может занять и 10 минут, если это какие-то поверхностные органы и все четко сразу определяется. Но также исследование может доходить до часу, когда на прием приходят маленькие дети на скрининги новорожденных, которым назначаются. Поэтому все зависит от степени исследования. И, соответственно, как подготовиться правильно к этому виду исследования? Нужны ли какие-то определенные рамки, натощак, выпить воды, либо еще какие-то? В основном специальной подготовки не нужно. Есть определенные только исключения, что органы пищеварительной системы смотрятся натощак, то есть это никакой еды, никакой воды, никакой жевательной резинки. Что касается мочевого пузыря и мочевыделительной системы, делается на полный мочевой пузырь. Свои гинекологические моменты доктор-гинеколог рассказывает, как правильно подготовиться. Молочная железа делается на 5-10 день от цикла. А так никакой специальной подготовки не нужно. Чтобы маленькие дети, про которых я сказала, которые направлены на скрининговое исследование, желательно, конечно, им делать натощак, когда ребенок уже сытый, накормленный, спит. Тогда процедура проходит быстрее, комфортно для мамы и для малыша, и нам быстрее и легче это сделать. Можно ли делать УЗИ без показаний врача, без направления? Но не совсем правильно так сказать. Лучше предотвратить, чем потом лечить. Сейчас много болезней, которые протекают тихо, хронически и не вызывают никаких жалоб до момента, пока это не будет уже определимо на УЗИ. Поэтому есть такое понятие, как диспансеризация, когда лучше ультразвуковое исследование делать раз в год, независимо, есть показания или нету, чтобы, опять же, провести профилактику какой-либо патологии. Есть ли особенности при исследовании детей? Особенностей как таковых нету. Единственная разница — это в нормах и в значениях параметров. То есть там своя плотность органов, то есть она немного прозрачнее. А так особенностей нету. Единственная особенность — это то, что нужно уметь наладить контакт с ребенком, потому что они приходят и не знают, что их ожидает. Поэтому мы стараемся их как-то отвлечь словами мамы, какими-то игрушками, чтобы эта процедура прошла комфортно. Единственная особенность, и мы часто об этом просим родителей, чтобы если они хотят после этого делать еще какие-то манипуляции, которые более болезненны все-таки, мы просим их делать после УЗИ. То есть сдать анализы крови, еще что-то, то это только после УЗИ, чтобы не было ассоциации негативных эмоций с УЗИ. А так обычно дети проходят комфортно. У нас в клинике мы это часто практикуем.
А скажите, пожалуйста, вот нужно ли делать ультразвуковое исследование, если человек абсолютно здоров, но хочет проверить какой-либо орган? Лучше, да, делать это независимо от того, есть ли жалобы, есть свои профилактические ультразвуковые исследования, которые необходимо делать ежегодно. То есть в 100% случаях это брюшная полость, почки, сердце. Дальше гинекологические, урологические исследования также, да, особенно после возраста 40+. То есть там уже начинается более широкий спектр изменений в организме, когда желательно это предотвратить. Чухсаунас. Профилактика болезни – это лучший способ предотвратить саму болезнь. Будьте здоровы!